Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Лидер на все времена. 14 мая – день рождения Владислава Арзамба. В музей для изучения исторические артефакты, найденные в Ачандаре, переданы в Абхазский государственный музей. Все команды выполнены на отлично. Российские специалисты провели занятия для кинологов. Сегодня день рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзамба. Ему исполнилось бы 73 года. С утра к мемориалу Владислава Григорьевича в его родном селе Эшера возложить цветы пришли президент Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Кварча, премьер-министр Геннадий Гагуля, члены правительства, депутаты парламента, общественность, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, студенты и школьники. В скорбном молчании с самого утра люди поднимались к Владиславу Арзамба. Нескончаемый людской поток, как свидетельство о всенародной любви к первому президенту республики, незабвенной памяти о нем. Владислав Григорьевич Арзамба – выдающийся государственный политический деятель, основатель современного абхазского государства, крупный ученый, востоковед. Он один из нескольких политиков Кавказа, которые полностью изменили ход новейшей истории своей страны, создав государство буквально на голом месте, вопреки всем законам геополитики. Владислав Арзамба смог отстоять свое государство тогда, когда весь мир, казалось, был против маленькой страны. Владислав Григорьевич, конечно, великий политик, основатель независимого абхазского государства, человек, который создал идеологию нашей независимости. Он поднял дух народа, он возглавил абхазское сопротивление, образно говоря. Поэтому мы сегодня имеем возможность развивать свое государство и передавать эту эстафету молодым поколениям. Какую бы область, какую бы сферу мы не затронули государственной жизнедеятельности, везде чувствуется его рука, его почерк, его идеи. Человек универсальных способностей был. Так что его будут помнить, пока существует Абхазия, пока будет абхазское государство. В абхазской политике Владислава Арзамба возник неожиданно и ярко. Именно в годы перестройки судьба буквально вытолкнула выдающегося ученого на поприще политической деятельности. Появление Владислава Арзамба в жизни всего абхазского народа стало отправной точкой новейшей истории Абхазии. Владиславу Арзамба удалось совершить то, что было не под силу многим другим политикам, соединив волю и мужество народа для достижения победы в неравной кровопролитной войне. Первый президент Владислав Арзамба сумел мобилизировать в годы войны не только весь народ Абхазии, но и всех соотечественников за рубежом. Столкнувшись с угрозой полного истребления, объединить все силы, поверить и довериться главнокомандующему – эта задача была перед всем народом. И именно это привело наш народ к победе. За исключительные заслуги перед Республикой Абхазия, коренным образом повлиявшие на судьбу народа и государства, а также за успешное проведение военных операций в масштабе всех вооруженных сил, в результате которых была одержана победа в Отечественной войне народа Абхазии, он удостоен ордена Ахтябша первой степени. За мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, Владиславу Арзамба присвоено звание Герой Абхазии. Боевые товарищи Владислава Арзамба вспоминают о нем как о настоящем полководце, великом сыне абхазского народа. Владислав Григорьевич – это личность, которая в тысячелетия, в века рождается раз. Он поверил в свой народ, народ поверил в него. И мы победили в этой войне, где мы просто могли как этнос исчезнуть. Все то, что он предугадывал, все то, о чем он думал, сегодня это все сбывается, и на его это все видно. Хотелось бы, чтобы больше было таких людей, такого масштаба. Очень недостает его вообще всем нам. Человек, который объединил, соединил всех воедино, независимо от конфессии, от национальности. Мы все те, которые прошли Отечественную войну народа Абхазии, те, которые знали его лично, работали с ним, мы всегда будем верны его памяти. Почтить память первого президента пришли спортсмены как Абхазии, так и России, принимающие участие в международном турнире среди ветеранов по футболу на Кубок памяти первого президента Владислава Арзамба. В этом году турниру 7 лет.
Каждый год приезжает большое количество участников. Благодаря такой неуемной энергии Каро-Бастанджана турнир живет, расширяется география городов, расширяется количество участников. Поэтому мы счастливы и рады. Ну а Владислав Григорьевич для нас не только сын своей страны, не случайно, наверное, его в народе так и называют «наш Владислав». И человек, который имел имя Владислав, владеющий славой, принес нашей стране и славу, и добыл для нас победу. И, наверное, самое ценное, что у нас сейчас есть, это свобода и независимость благодаря этому человеку. Но свои силы на турнире мы отдаем просто в его честь. Владислав Ардзамба вошел в большую политику в один из самых сложных периодов истории Абхазии. Он жил, мечтал и был готов отдать свою жизнь за идею, в которую верил. Борьба за права народа Абхазии стала делом всей его жизни. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Тхуарчале прошел ежегодный конкурс рефератов среди учащихся старших классов школ района о роли личности Владислава Ардзамба в истории Абхазии. Всего было представлено 9 работ. По итогам конкурса определились 4 победителей, которые были награждены денежными призами. Главная цель данного конкурса – углубить знания учащихся о деятельности первого президента Владислава Ардзамба и воспитать в подрастающем поколении любовь к родине, к ее истории. Сегодня министр иностранных дел Даур Кови принял нового посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина в связи с вручением копий верительных грамот. 14 мая министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Ковы принял нового посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина в связи с вручением копий верительных грамот. Глава МИД Абхазии поздравил Алексея Двинянина и выразил надежду, что его пребывание на этом высоком посту послужит дальнейшему всестороннему развитию союзнических абхазо-российских отношений, наращиванию и укреплению стратегического партнерства двух стран. Поблагодарив министра иностранных дел Абхазии, посол России в Абхазии заверил, что в ходе своей миссии приложит максимальные усилия для осуществления поставленных перед ним президентом России Владимиром Путиным задач по дальнейшему расширению и углублению союзнических отношений между Россией и Абхазией в различных сферах. Завтра, 15 мая, в администрации президента Абхазии состоится церемония вручения верительных грамот послом Российской Федерации в Республике Абхазия. Исторические артефакты, найденные в январе этого года в селе Ачандара местным жителям, переданы сегодня в Абхазский государственный музей. До этого дня они по распоряжению президента Рауля Хаджимба хранились в Национальном банке. Ирена Джопова продолжит тему. Зимой этого года весть о том, что житель села Ачандара Рустам Чхибели, скапывая землю на своем приусадебном участке, наткнулся на древнее захоронение, всколыхнуло все наше общество. Ведь найденные сокровища бесценны с исторической точки зрения. В могильнике были обнаружены части бронзового шлема, наконечники, копья и другие украшения. Предположив, что найденные предметы представляют археологическую ценность, Рустам обратился к президенту Абхазии. Рауль Хаджимба распорядился отправить на место находки артефактов представителей Министерства внутренних дел, Абхазского госмузея и археологов. Все предметы были описаны и направлены на хранение в Национальный банк, где они и хранились до сегодняшнего дня, когда министр внутренних дел Гари Аржба официально передал их Государственному музею. Мы в присутствии директора Абхазского государственного музея выехали на место, описали все предметы, которые были обнаружены на месте. И все это было сдано в Государственный Центробанк Республики Абхазия. И до сегодняшнего дня данные предметы находились под госохраной в здании Центробанка. И сегодня, 14 мая 2018 года, данные предметы раскрыты, и мы сдаем все эти предметы Государственному музею. Со своей стороны директор музея Аркадий Джопова отметил, что полученные материалы еще предстоит изучить. То, что было взято оттуда с места, мы сегодня же и получили, мы сегодня и принимаем, и в дальнейшем это будет обрабатываться как положено, будет публиковаться и тому подобное. То есть уже музейные дела пойдут, они будут храниться в наших фондах. Место, где было найдено захоронение, известный могильник, на котором еще 10 лет назад велись раскопки археологами Аркадием Джопо и Александром Скаковым. Министерство культуры и историко-культурного наследия подготовило весь необходимый пакет документов на данный могильник. Заведена историческая справка, сделан ортофотоплан, нанесена геолокация. Замминистра культуры Батал Кобахи отметил, что подобные находки возможны в любом месте нашей страны и призвал людей перед началом строительных работ обращаться в компетентные органы.
спортсмены. Территория Абхазии – это уникальное место, где в любом месте могут быть различные могильники или культурные слои. И любые строительные и иные работы необходимо было бы с институтами, которые занимаются охранным исследованием. Это Абхазский институт, это музей, это университет, это археологическая комиссия. Ученые предполагают, что находка относится к периоду поздней античности и раннему средневековью. Более подробная информация об археологической находке будет доступна широкой публике после проведения научных исследований и их публикаций. Ирена Джопова, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Пицунде на территории пансионата «Литфонд» состоялось открытие многофункциональной спортивной игровой площадки. В торжественной церемонии открытия принял участие президент Абхазии Рауль Хаджимба. Смотрите репортаж Ирины Аршба. Пансионат «Литфонд» или Дом писателей в Пицунде, как его называли в советские времена, сегодня встречает гостей в обновленном виде. Дом отдыха был взят в аренду российской корпорацией «Росатом» в 2000 году. С тех пор здесь поэтапно ведутся ремонтные работы. Полностью обновлен фасад здания, заменены лифты, преобразилось и фойе. Что немаловажно, в пансионате бережно относятся к истории Литфонда, который носит имя Дмитрия Гулия. Исторический уголок основоположника абхазской литературы не только сохранен, но и отреставрирован. Сюда мы привезли историко-краеведческую литературу, подарили этому замечательному пансионату, намеренные в дальнейшем вместе с ними двигать нашу культуру вперед. Но вложено в восстановление, в реставрацию этого объекта очень много средств. Я надеюсь, что перспектива у этого замечательного пансионата большая, и мы рады этому обновлению. В конце курортного сезона в пансионате начался новый этап строительных работ, которые удалось завершить в кратчайшие сроки. Мы построили почти, можно сказать, новое помещение пищеблока. Оно двухэтажное. Не ошибусь, если я скажу, равного помещения в Абхазии нет. Мы построили кинозал на 300 посадочных мест. Свободно любой ансамбль, любой коллектив примет. Мы сейчас строим на 14 этаже бизнес-центр. Во всем этом нам оказывает помощь, спускают определенную, сумму денег наше руководство Росатом России. Государственный ансамбль танца «Кавказ» порадовал гостей своим выступлением. Артисты ансамбля исполнили зажигательный абхазский танец. И вот основное событие, ради которого сюда приехал президент. Торжественное открытие спортивной площадки «Планета баскетбола. Оранжевый атом». Президент Рауль Хаджимба и заместитель генерального директора корпорации «Росатом» Александр Лакшин поприветствовали организаторов и гостей мероприятия. Для нас, для нашей маленькой страны важно выстраивать отношения с великой державой. Спасибо вам за все то, что вы сегодня делаете. И я надеюсь на то, что наше сотрудничество с Россией будут развиваться. Площадка отвечает всем современным требованиям для проведения игровых видов спорта – волейбола, баскетбола, тенниса. Здесь будут проводиться мероприятия не только Литфонда, но и соревнования районного и республиканского масштаба. Мы уже, видите, начали работать с детьми Гагаринского района. Уверен в том, что мы сегодня с президентом, так сказать, на коротке перебросили, что здесь мы проведем Кубок президента хороший по баскетболу. Мы сделаем программу «Планета баскетбола. Оранжевый атом», которая позволяет нам работать в образовании очень много. Думаю, что будет интересно и позитивно и для жителей Республики Абхазия, для детей Республики Абхазия, для руководства, ну и для нас, потому что это один из маленьких кусочков большой социальной программы, которую ведет корпорация «Росатом» и концерн «Росэнергатом». В рамках социальной программы корпорации «Росатом» учащимся 8 школ Гагарского района также были вручены комплекты спортивной формы и баскетбольные мячи. Ирина Аршба, Саид Агухава, Абхазское телевидение.
В республике прошли очередные испытания для кинологов. Экзамены принимала главный кинолог российского МЧС Елена Колпакова. Параллельно с учебно-тренировочными сборами и аттестацией кинологов для личного состава МЧС Абхазии прошли занятия по психологическому сопровождению в случае чрезвычайных ситуаций различного характера. Провели их специалисты Южного регионального центра МЧС России. Подробности в репортаже, подготовленном пресс-службой МЧС Абхазии. Из исходного положения шагом марш. В Абхазии прошли третий по счету сертификационные испытания для кинологов и волонтеров. Проводили их по правилам МЧС России. Экзамен у 17 кинологических расчетов принимала главный кинолог МЧС России Елена Колпакова. Цель – допуск кинологических расчетов к поисково-спасательным работам. Первый этап аттестации – проверка послушания и ловкости. Команды экзаменатора должен выполнять не только хозяин, но и его питомец, иначе аттестацию не пройти. Внимание! Направо! Внимание! Кругом! Единственный кинологический расчет МЧС Абхазии в составе Сандро Джинджа и его лабрадора по кличке Леди прошел испытания без каких-либо нареканий. Все команды выполнены на отлично. Внимание! Налево! Бегом! Марш! Шагом! Тихим шагом! В исходное положение. Собака прекрасно слушается, особенно с учетом ее кондиции здоровья. Она прекрасно отработала, все хорошо. Следующий! Кинологи, его четвероногий друг, отмечает Колпакова, должен быть слаженным тандемом и должны понимать друг друга, как говорится, с полуслова. От этого зависит эффективность работы, результат которой – спасенные жизни. Но главное, подчеркнула она, это результативность собачьего чутья. Для повышения эффективности спасательных работ, для поисково-спасательных формирований природой придуман биологический прибор поиска. Собачий нос, чутьевой аппарат, который превышает все на сегодняшний момент разработанные электронные и иные приборы поиска. Но превысить способности собачьего носа пока никто из инженеров не смог. Следующий этап – поиск пострадавших в природной среде, а точнее поиск потерявшегося в лесу. Перед расчетами, которые впервые проходят аттестацию, задачи стоят немного легче, чем для собак, которые очередной раз подтверждают свой профессионализм. Разница, к примеру, в количестве людей, которых надо найти, и рельефе местности. В этом испытании учитывается и время, которое тратится на поиски. Ко мне! Ко мне! Ко мне! Помимо кинологического расчета абхазского МЧС, в учебно-тренировочных сборах и аттестации приняли участие спасатели МЧС Донецкой Народной Республики и волонтеры Юга России. По словам начальника кинологической службы российского МЧС, в Абхазии есть все необходимые условия для проведения аттестации расчетов. Все, что здесь в Абхазии предлагается для проведения такой сертификации, все сложности, трудности, они очень хорошо подходят для экзамена, прекрасно. Параллельно с учебно-тренировочными сборами и аттестацией кинологов для личного состава МЧС Абхазии прошли занятия по психологическому сопровождению в случае чрезвычайных ситуаций различного характера. Провели их специалисты Южного регионального центра МЧС России. В ходе семинаров российские психологи делились своим опытом работы, рассказывали об особенностях допсихологической помощи, о том, как нужно правильно оказывать ее, об особенностях остро-стрессовых реакций в момент чрезвычайной ситуации и о том, как правильно взаимодействовать с пострадавшим. Когда уже приступаешь к работе, с острой стрессовой реакцией, очень важно быть уверенным в себе, сохранять уверенный тон, говорить очень короткими фразами без частички «не», установить контакт глаза в глаза и, конечно, быть всегда рядом с пострадавшим. Основная задача у них все-таки оказать допсихологическую помощь и передать уже потом специалистам, психологам или, если такая возникла необходимость, медикам. Учебно-тренировочные сборы и аттестация кинологов, а также занятия по психологическому сопровождению в случае чрезвычайных ситуаций различного характера прошли в рамках межведомственного договора, заключенного между МЧС Абхазии и России. Между МЧС Абхазии и МЧС России заключен договор о взаимопомощи по подготовке специалистов, наших сотрудников, а также каждый год наши специалисты выезжают за пределы Республики Абхазия в Российскую Федерацию, в МЧС России. Там проходят стажировку по повышению квалификации по линии спасательной линии, по линии горной спасательной работы, водолазным работам,
а также психологическим сопровождением. И также они приезжают к нам для повышения квалификации наших сотрудников. Тут на месте проводят семинары. Большинство кинологических расчетов аттестацию прошло. Свою профпригодность в очередной раз доказала и собака Леди, единственный представитель МЧС Абхазии. Впервые прошедшим аттестацию присваивается класс А, подтвердившим свою квалификацию присваивается класс Б. По итогам испытаний выдается сертификационная книжка, с которой кинологи животные допускаются к работе по ликвидации чрезвычайных ситуаций. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью возможен дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 12-17, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.